Каждый вечер все спортивные залы и клубы республики заполняются ребятами, выбравшими здоровый образ жизни. На часах 18:00. Именно в это время в зале тэквондо начинается тренировочный процесс. Здесь, как и в других видах спорта, тренировка начинается с разминки, чтобы во время выполнения упражнений избежать растяжения или микротравм. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Назрань зал тэквондо начал функционировать больше 10 лет назад. За 15 лет работы в стенах этого зала было воспитано не одно поколение чемпионов России и Европы. На сегодняшний день тренерский коллектив ведет активную работу по воспитанию талантливой молодежи. Каждый вечер на тренировке здесь можно увидеть свыше 40 ребят, выбравшие этот зрелищный вид спорта. Мы в этом зале начали тренироваться в 2004 году. С тех пор мы тренируем. А сколько детей у вас тренируется на сегодняшний день? Есть ли у вас уже именитые воспитанники в этом зале? Очень много детей занимаются, количество там от 30 и даже больше там бывает. И очень хорошие результаты с тех пор. С 2006 года появились уже призеры России, участники первенства Европы, чемпионата Европы, Мальсагов, Махмадгири, Евлоев Ибрагим, Шанхоев Алихан, там Гагиев Магомед. Очень хорошие спортсмены и действующие на данный момент. Гагиев, Шанхоев, Мальсагов. Вот. А если говорить про последние ваши результаты, Ахмед, где участвовали ребята, какие соревнования, какие места занимали? Последние соревнования, которые участвовали, это Гагиев Магомед участвовал на первенстве Европы до 21 года в Швеции. Увы, на этот раз не повезло, в третьем бою проиграли. Но ничего, будем готовиться на чемпионат России в октябре, который будет. Я думаю, там сделаем результат. А если говорить уже про тренировочный процесс, как у вас проходят тренировки, Ахмед? Сколько тренировок в неделю? Как выкладываете ребята? Так, с понедельника по субботу тренировки. Так, когда готовимся днем и вечером тренировки. Мы готовимся на чемпионат России. Очень перспективные ребята. Я думаю, они сделают результат. Например, Мальсагов, Евлоев, Гагиев. Очень хорошие ребята на хорошем уровне. Я думаю, они сделают результат. Тэквондо – олимпийский вид спорта, корейское боевое единоборство, особенностью которого является возможность использования в бою ног для ударов и бросков. В отличие от других корейских единоборств, в тэквондо не используется оружие. Считается, что человеческое тело само по себе очень грозное оружие. Тэквондо занимается как мужчины, так и женщины. Официального признания тэквондо добилось лишь в 1955 году, после чего и начался его путь по спортивным аренам всего мира. За столь короткий срок тэквондо приобрело невероятную популярность во всем мире. На сегодняшний день этим видом спорта занимается 40 миллионов человек во всем мире. На сегодняшней тренировке ребята отрабатывают техники стоек, блоков и ударов ногами. Техническая подготовленность юного тэквондиста является важнейшей стороной спортивной подготовки будущего мастера боевых искусств. Чтобы в полной мере овладеть техникой всего одного технического элемента тэквондо, нужно отработать около 10 тысяч раз. Только тогда техника ударов спортсмена становится достаточно совершенной. Не всегда на тренировках хватает времени для полноценного доведения техники ударов и защиты до нужного уровня мастерства. Низам, расскажи, как ты давно занимаешься тэквондо, как ты вообще пришел в этот зал? Я занимаюсь тэквондо немного. У моего брата очень хорошие выигрыши, и я поэтому решил пойти на тэквондо.
Если говорить про вид спорта тэквондо, насколько он сложный вид спорта и как у вас проходят тренировки? Наши тренировки проходят очень хорошо, бывает очень сложно. Вот тебе самому нравится тэквондо? Да, мне очень нравится тэквондо, тренировки проходят интересно, развлекательно. Тренера тоже очень хорошие. Вот смотри, тебе не хотелось заниматься другим видом спорта, когда ты вначале только начинал? Сначала я, конечно, пошел в дзюдо, но когда я пошел на тэквондо в первый раз, мне понравилось на тэквондо намного больше. А теперь в будущем, какие у тебя планы? Хочешь ли ты участвовать на соревнованиях? Хочешь ли ты стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта? Да, я хочу стать олимпийским чемпионом. Я хочу поехать на соревнования и стать хорошим тэквондистом. Хадиджа, расскажи, как ты давно здесь занимаешься и нравится ли тебе тэквондо? Очень нравится тэквондо. А что самое сложное? Как у вас проходят тренировки? Мне ничего тут сложного нету. Тренировка проходит отлично. А вообще, как ты пришла сюда в зал? Тебя родители привели или же ты сама захотела заниматься тэквондо? Меня папа спросил, ты хочешь идти в тэквондо или нет? Я ответила, да, хочу, чтобы защищаться. Меня папа отвел. А не хотелось каким-нибудь другим видом спорта заниматься? Я сначала в гимнастику ходила, но потом передумала. А где сложнее было, в гимнастике или же здесь в тэквондо? В гимнастике. Для детей в этом зале тренировки проводятся 3-4 раза в неделю. Новичков сначала обучают базовым ударам и блокам, развивают силу и выносливость. Только после этого переходят к комплексам и спаррингам. Блоком развивают силу и выносливость. Только после этого переходят к комплексам и спаррингам. Ибрагим, расскажи, как давно ты занимаешься тэквондо и нравится ли тебе здесь? Мне нравится тэквондо. Я занимаюсь тэквондо почти 2 года. Ты успел за это время поучаствовать на каких-нибудь соревнованиях? Да. Где ты участвовал? Расскажи, сложные были соревнования? Да, были. Я был в Дагестане, и я получил первое место. Сложные были соперники? Да. А в будущем какой результат ты хочешь показать в этом виде спорта? Ну, хочу стать чемпионом России. Том? Чтобы стать сильнее всех. И стать олимпийским? Чемпионом. Стать сильнее всех. И стать олимпийским? Чемпионом. Как тебя зовут? Ауш Сайфулан Назирович. Сайфулла, расскажи, как давно занимаешься и нравится ли тебе тэквондо? Да, мне нравится тэквондо. 8 лет я пошел в тэквондо. А хотел каким-нибудь другим видом спорта заниматься? Нет, мне нравится только тэквондо. Я не хочу никаким спортом заниматься, только тэквондо. Как тебя зовут? Сморзил Адам. Адам, расскажи, как у вас проходят тренировки в этом зале? Ругает ли вас тренер? Чуть-чуть ругают. А сложные тренировки? Сложно. Вот что самое сложное во время тренировки? Спальник Спарринги? и соревнований. Ты участвовал на соревнованиях? Нет. Хочешь поучаствовать? Хочу. А какой результат ты хочешь показать в тэквондо? Что я сильный. На всех соревнованиях хочешь побежать, да? Да. А ты какой результат хочешь показать? Я тоже хочу показать тэквондо, что я очень сильно дерусь в тэквондо. И стать олимпийским? Чемпионом. А ты хочешь стать олимпийским? Да. А что нужно для этого делать? Очень сильно заниматься. И будет олимпийским чемпионом. После отработки всех необходимых навыков тэквондо во время тренировочного процесса ребята также проводят и спарринги.
Помимо новичков в этом зале тренируются и опытные спортсмены, которые давно заявили о себе как на всероссийских турнирах, так и на мировой арене. Совместные тренировки с именитыми бойцами – это прекрасная возможность для начинающих таэквондистов набраться нужного опыта перед тем, как выступить на своем первом турнире. Я занимаюсь около 13 лет и выступал на разных соревнованиях. В основном эти соревнования были за пределами Ингушетии, то есть Кубок Эльбруса. Также были в Ростове, выступал, тоже второе место занимал. 2 раза становился чемпионом СКФО, призером СКФО, а также призером России и призером Евроазиатских игр. Садам, если говорить про именно вид спорта, это как тэквондо, вот насколько сложный вид спорта тэквондо, и почему ты выбрал именно этот вид спорта? Меня привел отец в этот вид спорта, когда мне было, не помню, 7 или 8 лет. Именно он мне подсказал и посоветовал этот вид спорта. Вот и все. Но ты же являешься одним из самых опытных бойцов именно этого зала. Вот насколько тебе приятно, что такие дети, то есть подрастающее наше поколение, приходят именно в этот вид спорта, и просят ли они у тебя какие-нибудь советы? Да, бывает, подходят дети, спрашивают. Мне нравится, что многие дети заинтересованы в этом виде спорта, так как это очень хороший вид спорта. Он очень важен для поколения, для растяжки, ну и в принципе для молодежи очень хороший вид спорта. Ну смотри, ты помимо того, что сам выступаешь, а также как бы и помогаешь этим детям, да, как тренер, да, второй, третий тренер этого зала. Какие у вас цели, какие задачи вы ставите перед собой? Цели сделать ребят успешными, чтобы они показывали результаты уже. Чем быстрее, тем лучше. И чтобы они, главное, занимались. Результат зависит от Всевышнего. Также в этом зале тренируется и один из самых перспективных спортсменов Ингушетии Мухаммед Гагиев. За 14 лет в этом виде спорта Мухаммед поучаствовал на десятках турниров всероссийского и международного уровня. Но самое успешное выступление наш спортсмен провел в 2018 году на первенстве Европы по тэквондо, где, проведя блестящие поединки, стал обладателем серебряной медали. Давайте вспомним, как это было.
тренируюсь с 6 лет именно в этом зале. С самого начала у тренера Ахмеда Камурзоева и у Султана Паланкоева. Ну и начали в раннем возрасте, так как отец настаивал, чтобы мы тренировались с детства. И пришел я в зал 6 лет, это было в сентябре 2005 года. Ну и с тех пор занимаюсь в этом зале. И так иногда уезжаю на сборы. И в других залах нашей республики тренировался. Но меня сюда отец привел именно в этот вид спорта, именно в тайквондо. Так как у меня старшие братья занимались, один в боксе, один кикбоксингом занимался. И меня отец отправил именно сюда, в тайквондо. У нас тогда нормально, хорошо развивался этот вид спорта. И отец так решил, чтобы я тренировался именно в этом виде спорта. Насколько сложный вид спорта тайквондо и насколько тебе сложно было в начале, когда ты только-только начинал? Когда я начинал, было как-то непривычно, естественно, и я вообще никого не знал здесь. И было трудно изначально. А так, с первого соревнования я нормально, успешно выступал, занимал первые места, призовые места и в республике, и за пределами республики. Мы уезжали там, по всей России разъезжали, соревновались. И пошло, как говорится. Первые соревнования у меня были в 2006 году. В 2005-2006 году тогда я занял первое. Это был у нас, детский республиканский турнир, И первый старт за пределами республики был в Таганроге. Там я тоже занял первое место и мне запомнился турнир в Грозном. Это где-то в 2010 году, по-моему, было. Мы с ребятами там очень хорошо выступили. Наши ребята были в полуфинале, в финале все. Я там получил кубок за лучшую технику. И вот этот турнир мне запомнился больше всего. А так, если в общем посчитать, то турнир в Греции это был самым успешным для меня. Первый раз меня вызвали в сборную в 2013 году. Это было после первенства России. Тогда я стал третьим, и меня рассматривали на Европу. И мы отбирались с ростовским парнем. Я я был третьим на России, и в сборную меня вызвали. И я был вторым номером, и мы рассматривались с этим парнем. Отобраться на Евро у меня не получилось. Так как он являлся первым номером, посчитали нужным провести его. А так, после этого, в прошлом году я стал вторым на Европе. И с тех пор я тоже сейчас являюсь спортсменом сборной команды России. Впереди у Мухаммеда новый старт, чемпионат России по тэквондо. До начала соревнований остается не так много времени. Соответственно, готовиться нужно, не жалея сил. Во время тренировочного процесса наш спортсмен уделяет большое внимание отработке ударной техники. Если говорить про предстоящие твои соревнования, как ты готовишься к ним и какие соревнования вообще тебе предстоят? У нас сейчас стартует чемпионат России через 2 недели в Казани. Готовимся здесь, дома у себя. Подготовка идет нормально. А если говорить общем, про тренировочный процесс, то есть про подготовку, вообще как в целом проходит, насколько сложная подготовка и насколько чувствуется разница, когда ты тренируешься здесь, в Ингушетии, и в составе сборной России? На сборах я уже, я давно не был на взрослых, на сборах вообще, Но я уезжаю в Питер с их командой, тренируюсь. А так, готовимся здесь в основном. Тренировка индивидуально работаем с тренером, с Ахмедом. И в основном спарринговые тренировки. До соревнований, уже ближе к соревнованиям у нас бывают тренировки на лапах, спарринговые. И вот таким образом. Цель, конечно, отобраться на чемпионате Европы, показать хороший результат, по мере возможности выступить хорошо.
Мы видим, что ингушские спортсмены с каждым годом показывают впечатляющие результаты в олимпийских видах спорта. Радует то, что в нашей республике уже есть свои победители чемпионатов мира и Европы, крупных международных турниров. Но для наших ребят это далеко не предел. И для того, чтобы завоевать заветное олимпийское золото, наши спортсмены приложат максимум усилий.